Здравствуйте все! Добро пожаловать на канал Магия Песка. Дорогие мои зрители, гости, подписчики, всех вас хочу поблагодарить за ваши лайки, хорошие и добрые комментарии, за вашу поддержку моего канала. Земной вам поклон! Давайте сегодня сделаем отсыпочку на вас, а тема звучит так. Ваша личная жизнь в феврале. Что будет, что ждет, кто придет, с кем отношения ваши. Тут вот все просмотрим. Если тема интересна, загадайте, пожалуйста, на себя и давайте смотреть. Я убираю Назар. Прошу высшие силы дать мне возможность ответить на все ваши вопросы и послать для вас только самую важную, нужную и полезную информацию. Пусть высшие силы вводят моими руками. Что сейчас скрыть? Так, у вас такой месяц интересный вышел. У вас, во-первых, будет очень много дорог. Дороги, во-первых, открыты. Во-вторых, они, знаете, как веселые, с увеселением, в сопровождении. Какие-то прям важные, нужные, полезные. Вы в дорогах познаете новое. Да, познаете какие-то новые возможности, какие-то новые виды, знакомство с новыми интересными людьми. Много дорог выходит. Да, есть дороги, которые вы себе запланировали, и есть дороги, которые будут возникать неожиданно. Да, какие-то сюрпризом идут дороги. Вижу, у вас очень много веселья. Какие-то компании, какие-то приглашения. Вот прям вас везде зовут, везде приглашают, везде вам рады. Везде, вот знаете, как открыто. Двери, все двери вам будут открыты. Вот очень много будете ходить по гостям, либо очень много будете посещать каких-то мест, где будут, ну, скажем так, добрые, веселые мероприятия. Вы вот в кругу людей, постоянно в кругу людей. Женщины, мужчины, там... Молодые, в возрасте люди, разные, разноплановые люди вас будут окружать. У вас вот прям радость и веселье идет. Радость и веселье от общения, от того, что вы такой востребованный человек, от того, что вам все рады. Так, что касается личной жизни. Кто у меня в паре, в браке? От мужчины, вашего мужчины, смотрите, идет какое-то признание в какой-то тайне, в каком-то секрете, как покаяние даже идет. Да? У кого-то мужчина прям придет прощения попросит за какие-то свои поступки, за какие-то свои действия. Прям, знаете, от чистого сердца идет раскаяние. Дальше идут два предложения от любви. Потому что любит, да, будет что-то вам дважды предлагать. Что конкретно, не скажу, вы все разные. Но дважды вот от любви он делает вам какие-то яркие предложения. Так, с вашей стороны. Ну, с вашей стороны, видите, какие сердечки повыходили. Ну, по полсердечка, да, по полсердечка. Может быть, вы обижены на мужчину. Может быть, вы не сразу его там сможете простить, либо в принципе захотите его простить. Вижу, что вы немножко как цену себе набиваете. И правильно делаете. Правильно вы все делаете. Чем сложнее вы пойдете на примирение, либо чем дороже вы ему обойдетесь, тем больше он будет любить и ценить вас. Так, для тех, кто просто встречается, общается, но здесь мужчина активничает, здесь мужчина что-то вам будет дарить, что-то будет для вас приносить, какие-то вот, знаете, как... Ну вот чем-то он вас будет обеспечивать, не знаю, может быть, помощь вам будет оказывать, там, материальную, физическую. Возможно, он, знаете, как квартиру снимет, да, либо начнет жилище свое готовить к тому, чтобы вы туда переехали, да. Вот как-то стараться будет, такой прям хозяйственный мужчина вышел, будет очень стараться. Так, а для тех, кто ни с кем не встречается, ни с кем не общается. Ну, у вас, во-первых, я уже сказала, да, будет очень много знакомств, вам будет с кем пообщаться, вам будет где душу отвести. Вот, вас окружают очень интересные люди. Вот все они разные, все интересные, с каждым вам весело, с каждым вам хорошо, познавательно. У вас вот через случайное знакомство идет вот прям мужчина какой-то, ну, он постарше, чем вы выглядит, либо он гораздо статуснее, чем вы. Может быть, возраста вашего, но добился каких-то больших высот.
Прям такой, знаете, козырный идет. Вот. А мужчина, не знаю, то ли работу вам будет предлагать, то ли что-то он вам будет предлагать. Здесь даже как не любовная тематика просматривается, а просматривается тематика помощи, поддержки и вот как защиты, что ли, вас, да? Покровительства над вами. Очень полезный мужчина, очень интересный мужчина. Вот, прям проникнется к вам. Я не вижу, чтобы он предлагал вам прям любовь, интим. Нет, этого не вижу. Вижу, скорее предлагает вам помощь и поддержку. Если вы не будете скромничать, если вы, ну, скажем так, воспользуетесь этим щедрым предложением, девчонки, вы не пожалеете. Абсолютно не пожалеете. Он не тот человек, который, ну, как продает свою помощь. Нет, у него душа благородная. Вот если ему хочется помочь, либо он пообещал, что он поможет, он это сделает. И ничего не попросит лишнего. Так, еще. Здесь какой-то женатик вышел. Женатик, который будет вам проходу не давать. Причем это касается всех девочек. Вот идет именно женатый мужчина, который вас, смотрите, тут хватает за руки, за ноги, пытается с вами танцевать. То есть мужчина не свободный, но будет предлагать вам отношения, будет вас тут и соблазнять, и добиваться, и ему очень важно танец с вами. Ну, танец – это интимные отношения. Вот. Если вы, ну, скажем так, да, если вы понимаете, что мужчина вам нравится, там, удастся ему вскружить голову, девчонки, хвост у него просто гигантский. То есть, либо у него там много детей, либо у него очень много каких-то иждивенцев сидит, там, много каких-то бывших жен, там, сестры, мама, бабушка, да, там достаточно людей, кто сидит на его шее. То есть, они все составляют его этот гигантский хвост. Да, он хорош собой, да, он умеет с женщинами общаться, но он очень проблематичный. Вот на самом деле очень проблематичный. И с этим человеком, ну, я не вижу будущего. Да, это интимные встречи, да, может быть, там неплохого качества интимная близость, но тем не менее, это вот как разовая идет, да. Если вы хотите развлечений, ну, это хороший вариант. Если вы хотите серьезных отношений, ну, лучше избегайте. Избегайте, то так еще влюбитесь в него, еще сердце вам разобьет. Ну, и сами понимаете, ничего хорошего. Так, идем дальше. Кстати, кого-то из девчонок прям звезда ждет. Смотрите, какая огромная звезда. Это либо на работе у вас что-то прям хорошее произойдет, как должность хорошая освободится, либо вам будут предлагать какой-то контракт, какое-то сотрудничество будут предлагать, либо вы сами будете себя развивать и продвигать. Прям звездочку ловите. В принципе, я не могу сказать, что вы прям заинтересованы личной жизнью. Я вижу, что у вас все в деловой сфере начинает ладиться, получаться, и вы вот прям с головой в эту звезду будете уходить. Но, конечно, если на кону деньги, ваше будущее, ваша карьера, мужиков можно немножечко и отодвинуть, правильно? Ну, хорошее время ждет. Так, ну, мужики, вот они стоят с правой стороны. В принципе, от мужиков вам идет помощь. Вот отказа у вас не будет. Помощь, поддержка, понимание, уважение. Как, знаете, палки в колеса вам ставить не будут. Это ваш мужчина, либо сотрудники, мужчины, с кем вы там работаете. Этого не будет. Так, какой-то бывший мужчина. Бывший мужчина, который далеко от вас. Между вами прям, ну, расстояние, либо какая-то глухая стена была. То есть вы, ну, не имели контакта с ним. Но в сердце вы его содержали, да, там, думали о нем периодически. Смотрите, у этого мужчины, ну, идет прорыв. Он начинает с вами общаться, не знаю, интернет, телефон, прям беспокойные такие вот звонки постоянные, переписка постоянная. Очень много времени будет занимать у вас общение с этим мужчиной. Если вы в нем не заинтересованы, ну так сразу обозначьте свою позицию, не тратьте вы свое драгоценное время. Если вы хотите с этим мужчиной возобновить свои отношения, ну это прекрасный случай, да, прекрасный момент, потому что он очень настроен на вас. Он будет ориентироваться на вашу реакцию, ну и дальше как бы выстраивать с вами отношения. Так. Здесь какой-то неприятный момент с женщинами вышел. Не знаю, то ли женщина пытается вас обмануть в чем-то, либо женщина будет пытаться вас обвинить в чем-то.
Опять же, эта женщина может быть как и соперницей, там, соперницей в любви, соперницей в работе, так и, в принципе, как недругом может быть вашим. Вот она все время пытается на вас шапку одеть, причем шапку острую, да, то есть сделать вам неприятно, сделать вам больно, ну, какой-то дискомфорт вам причинить, женщина. Но вы ее точно знаете, по крайней мере, в голове она у вас есть. То есть образ ее, имя ее, да, вы ее знаете. Берегитесь этой женщины, она может быть не очень умная, но она действенная, и она, как это правильно сказать, да, чтобы прям плохих слов не говорить, агрессивная даже, возможно. То есть у нее, как царя в голове нету. Если она там себе что надумает, то она не успокоится, пока полбу не получит, либо пока дело свое не сделает. Вот, придется вам с ней столкнуться. Ну, вы так гораздо сильнее, чем она, но она об этом еще не знает. Вот, чтобы вы понимали. Так, у кого-то прям весь месяц в поцелуях идет. Прям поцелуи, понимаете? Они сплошные поцелуи. Но это очень похоже на начало отношений, либо на уже какую-то острую форму отношений, да, потому что поцелуи и справа, и слева, и прям вы только думаете об этих поцелуях. Но у кого-то прям любовная связь идет, очень яркая, очень страстная и всепоглощающая любовная связь. В принципе, я так понимаю, накроет с головой, вы ни о чем другом думать не будете. Как пару дней прям выпадает из жизни, а может и пару недель, да, вы уходите в эти поцелуи, вам хорошо с тем, кто с вами рядом. Так, у кого-то, кстати, отыграется, что это какая-то любовная тайная связь. Но если тайная связь, то это явно либо на работе, либо по соседству. Почему вы прячете, я не могу сказать. Здесь нам не показали. Здесь просто указали, что будет тайная любовная связь. Большая страсть, просто сумасшедшее притяжение, и люди прям забываются в объятиях друг друга. Только думают, как бы, да, поскорее еще раз встретиться, там, с друг другом, да, поцеловаться, там, пообниматься, ну, дальше сами понимаете, что делать. Прям прекрасно, прекрасно, страсти. Вы очень, кстати, поменяетесь, очень поменяетесь. Это любовь, любовная связь вас раскроет полностью. Так, еще. Вам какой-то мужчина обязательно сделает подарок. Подарок дорогой и ценный. Не могу сказать, кто этот мужчина, но это какое-то украшение. Украшение это может быть как и брошка, так и какие-то сережки, да, кулончик какой-то. Какая-то очень дорогая вещь. Очень дорогая. Вот, вижу, что вы не захотите принимать этот подарок, либо вам будет неудобно принимать, либо там еще какие-то причины ваши, вы там себе, ну, девочка с фантазией, можете придумать. Значит, мои хорошие, не обижайте этого мужчину, принимайте. Принимайте этот подарок, носите, пользуйтесь им. Это не просто подарок, это подарок любви. То есть этот человек вас любит. Это может быть как и там возлюбленный ваш, так и, например, ваш отец, брат, сын, может быть, да? Подарок любви, который будет вашим амулетом, оберегом и вашей защитой. Прям так четко показали такой огромный знак, да, что вот обрати внимание, этот подарок нужно принять. И его нужно носить, да, на себе носить, для того, чтобы он активировался и вам помогал, защищал. Именно настоящая искренняя любовь, да, она вас и убережет, и защитит, и как, знаете, талисман, который привлечет удачу, и как оберег, который отгонит зло. Вот так вот идет. Так, мои хорошие, давайте еще я вам и на оракулах посмотрю на ваш месяц, и посмотрим на советик для вас. Что расскажут оракулы? Что ждет вас? Каким будет для вас месяц? Ну, удачливый, счастливый месяц. Видите, госпожа Фортуна. Вот она какая красивая. Обязательно, да, может быть, вот этот амулетик привлечет, да, вот это украшение привлечет. В принципе, по жизни будет вести. И вы вот счастливая, вы, ну вот кошка, да, кошка, у которой сеет жизни. Кошка ведь она везде пройдет. Причем кошка всегда выбирает самое лучшее место для себя. Вам будет сопутствовать удача, везение, и месяц яркий, интересный для вас идет. Так, ну и советик, рекомендация. Вот оно, общение, очень много общения, очень много людей.
Вот он, ваш творческий потенциал, ваши творческие возможности. Хороший месяц, очень хороший месяц для вас. Месяц полон общения, хороших, добрых людей. Здесь будут как и старые, так и новые. Я уже говорила, да, разных возрастов. И мужчины, и женщины. Дороги вам открыты, возможности открыты. Вы будете вершить свою судьбу. Работа, видите? Помните, там звездочка была. Вот работа, ваш потенциал. Обязательно нужно реализоваться. Там мужики мужиками, любовь любовью, но на работе нужно реализоваться. И месяц вот сам по себе, да, с очень хорошими, добрыми и позитивными моментами. Мои хорошие, жизнь-то налаживается, да, счастье ведь оно рядом. Хороший месяц, дай Боже, пусть так и исполнится. На этом все. Спасибо за внимание. Всем пока-пока.